Здравствуйте, меня зовут Айтал Саинов, ученик 7 класса школы номер 26 города Якутска. Разрешите представить мою работу на тему «По следам воинов якутян без вести пропавших на войне». Результаты поисково-исследовательского клуба «Красный Следопыт» при школьном музее школы номер 26. В своем докладе я хотел бы раскрыть деятельность нашего поисково-исследовательского клуба и рассказать про наш результат поиска. В годы Великой Отечественной войны из Якутии без вести пропали около 7 тысяч солдат, в том числе мой прадед. Считаю, что наш долг вернуть светлые имена всех пропавших героев, отдавших свою жизнь за победу. Цель доклада – установить боевой путь, поискать места захоронений и вернуть светлые имена пропавшим без вести солдатам Великой Отечественной войны, тем самым сохранив историческую память о погибших защитниках Отечества. Наш музей был основан в 2007 году. Проекты нашего музея – это: первое – поисково-исследовательский клуб «Красный Следопыт», второе – киностудия «Следопыт», третье – клуб экскурсоводов. Сегодня я становлюсь в нашем клубе «Красный Следопыт». Я хожу в клуб с 2018 года. Мы тесно работаем с ветеранами тыла и детьми войны. Собираем у них воспоминания и работаем по поиску без вести пропавших солдат из Якутии во время Великой Отечественной войны. С 2015 года следопыты нашего клуба выявили судьбы более 15 солдат, пропавших без вести. Мы нашли их с помощью интернет-сайтов. И хочу сегодня перечислить имена тех солдат, кого мы нашли. Абутов Иннокентий Павлович – это мой прадед. Я его нашел с помощью поискового клуба «Кубанский рубеж» и благодарю директора клуба Льва Николаевича Кравченко за боевое донесение. В 2019 году я отнес родную землю прадеда на его могилу. Баишев Егор Семенович, Тарасов Филипп Савинович, Иванов Пантелеймон Тимофеевич, Васильев Иван Иванович, Миронов Александр Степанович. Имена остальных солдат мы разместили в газете «Саха-Сиракым». Этим летом я остановил боевой путь Алексея Семена Афанасьевича и передал информацию родственникам. Здесь вы увидите интернет-сайты, с помощью которых можете самостоятельно поискать без вести пропавших солдат. Первое. Поиск солдата в обобщенных банках данных, память народа, мемориал и других. Второе. Поиск солдата с помощью военно-патриотических клубов и войсковых отрядов. Третье. Поиск информации в интернете и военных госпиталях. Четвертое. Письмо-запрос в Центральный архив Министерства обороны. Пятое. Поиск с помощью международного движения «Красный крест» и «Красный полумесяц». А также можете участвовать в мероприятиях по Дню Победы. В данное время поиски продолжаются. Весной 2021 года я в рамках проекта «Музейный десант» посетил озеро Ильмень. Битва на озере Ильмень всегда имела особое значение для жителей Якутии. Это сражение, происшедшее 23 февраля 1943 года в Старорусском районе Новгородской области, и по сей день остается в памяти якутян как одно из самых кровопролитных за все время Великой Отечественной войны. Тогда в боях за освобождение Старой Руси героически погибли более 600 славных сынов народа Саха. Мы посетили места боевой славы, встречались с поисковиками. Работа в этом направлении ведется активно. В заключение хочу сказать, что благодаря подвигу моего прадеда всех воинов Великой Отечественной войны мы живем под мирным небом. Я хочу сказать им спасибо за мирное небо. Спасибо за внимание.